Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Аделина Зарифова. И сегодня мы покажем пожар на одном из складов на улице Магистральная в Казани. Может, текстиль, тут ткани, все можно выбросить. И как горел Land Rover посреди проезжей части на проспекте Победы. Расскажем, что подозреваемый в ограблении салона сотовой связи сделал селфи, убегая с похищенным телефоном. Зашел смотреть телефон, смотрел, потом решил украсть его. Мужчина за неделю до преступления освободился из мест лишения свободы. А также кражи велосипедов, падение пассажиров в троллейбусе. Потом они домой едут, потом звонили, чтобы вот я такой на троллейбусе упал. Это и не только. Прямо сейчас. Один человек погиб и еще 4 пострадали сегодня днем в результате аварии в Пестричинском районе республики. На 8-м километре трассы М7 лоб в лоб столкнулись «Шевроле Нива» и «Лада» 14-й модели. Водитель автомобиля «Шевроле Нива» по предварительным данным совершил выезд на сторону дороги, предназначенной для встречного движения. Здесь совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114. В результате столкновения 18-летний водитель легковушки от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Трое его пассажиров и 23-летний водитель «Шевроле», предполагаемый виновник аварии, были госпитализированы. Тара с пластиковыми бутылками загорелась вечером на одном из складов на улице Магистральная в Казани. Вырывающийся из ангара клубы едкого дыма заметил охранник, когда рабочий день сотрудников едва закончился. Все вышли, помещение закрыли снаружи. Он и вызвал огнеборцев. Вскоре едким дымом заволокло всю округу. В помещении свой товар хранили несколько фирм и предпринимателей. Там было все, от пластика и бутылок до бытовой химии, портьер. И то, что не уничтожил огонь, закоптилось и насквозь пропиталось гарью. В момент возгорания ни сотрудников склада, ни предпринимателей, арендующих в нем помещение, внутри не было. Рабочий день закончился, и все разошлись, когда охранник заметил густой дым, вырывающийся из помещения. Мужчина тут же вызвал пожарных. Вскоре о пожаре узнали и арендаторы. У меня знакомый мимо ехал, позвонил, сказал, склад горит. Я сразу вернулся. Огромное помещение разделено на 3 склада. Арендаторов куда больше. Очаг возгорания находился недалеко от электрощитовой. Там хранилась пластиковая тара. Площадь пожара, как потом установили дознаватели, составила 100 квадратных метров. Но густой едкий дым заполнил все здание. Получается, бытовой химии, да, и дымлением. Проверяем на наличие очага. Убытки теперь подсчитывают все, даже те, до чьего товара огонь не добрался. Свое дело сделали гарь и копоть. Чтобы уменьшить потери, открыли все, что только можно, для скорейшего выветривания дыма. Может, текстиль, тут ткани, все можно выбросить. А застраховано? Нет. Предприниматели рассказывают, в тот день что-то делали с электропроводкой, и именно с электричеством и связывают возгорание. Они с электричеством же что-то делают? Ну, пока никто толком ничего не знает. Скорее всего, замыкание какое-то, потому что причина, наверное, быть не может. С огнем пожарные справились через час после поступления сообщения о возгорании. Сейчас дознавателям предстоит установить причину пожара, а предпринимателям подсчитать ущерб и вспомнить, расписана ли в договоре аренды ответственность на случай подобных происшествий. Рания Абдрахманова, Дарья Кореева, «Вызов 112». Автомобиль Land Rover загорелся сегодня в полдень прямо во время движения посреди проезжей части на проспекте Победы в Казани. Огонь вырывался из-под капота кроссовера. Водители и очевидцы пытались потушить пламя своими силами с помощью огнетушителей. Но окончательно справиться с пламенем удалось только пожарным. Возгорание было ликвидировано через 10 минут после вызова огнеборцев. Двигатель машины выгорел полностью. Огнем был поврежден и салон автомобиля. Люди во время пожара не пострадали. Сейчас дознаватели выясняют причину происшествия. Всего неделю пробыл на свободе 26-летний мужчина, которого задержали полицейские по подозрению в ограблении салона сотовой связи на проспекте Имашева в Казани. Во вторник вечером он зашел в павильон, попросил посмотреть телефон, а когда продавец дала ему гаджет и зашла за прилавок, просто убежал. Как признался позже, платить за смартфон в его планы не входило изначально. Личность подозреваемого установили практически сразу. Версия оперативников подтвердила фотографии, появившиеся во всемирной паутине. Мужчина, когда выбегал с украденным, сделал селфи на фоне ограбленного салона связи.
Зашел смотреть телефон, посмотрел, потом решил мысль возникнуть украсть его. Это сейчас, после задержания, он прячет лицо. Тогда, во вторник вечером, он не стеснялся. От остальных посетителей не отличался. Продавец бы его и не запомнила, если бы не случившееся. Нет, подозрений не было. Вел себя странно, но не страннее, чем другие люди. Поэтому без опасений дала ему в руки телефон, который он просил посмотреть. Он сказал, что он просто необходима модель смартфона любая, с любыми характеристиками. Я продемонстрировала ему несколько смартфонов. Он остановился на одном. Показала ему его. Он выхватил коробку и убежал. Ущерб составил без малого 13 тысяч рублей. Девушка тут же вызвала полицию и продемонстрировала записи с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент ограбления. И не только она. Выбежав с краденным средством связи, мужчина сделал селфи на фоне ограбленного им салона. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченное отдела полиции Ямашевский в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый казанец 1997 года рождения. Свою вину он признал полностью. Мужчина неоднократно был судим за кражи, грабежи и наркопреступления. Из мест лишения свободы он освободился буквально неделю назад. После задержания рассказал все детали. Украсть не получилось, меня заметили. Убежал, схватил телефон с коробкой и убежал. Вот так все произошло. Телефон продал, не помню кому. Сейчас в отношении задержанного возбуждено очередное уголовное дело по статье «Грабеж». Статья предусматривает до 4 лет лишения свободы. Алия Хайрудинова, вызов 112. 2 чужих велосипеда общей стоимостью в 50 тысяч рублей пропили в Казани двое мужчин. Средства передвижения они увидели случайно, проходя рядом с одним из домов на улице Дубравная. Осмотревшись и поняв, что за ними никто не смотрит, сели на них и уехали в ближайший ломбард. Хозяйка транспортных средств, оставившая их буквально на минуту, выйдя на улицу, сразу позвонила в полицию. На этой записи с камер наблюдения хозяйка этих велосипедов видела их в последний раз. Мужчин, едущих на ее собственности, она не знает и никогда их раньше не видела. Велосипеды они без спроса взяли в одном из дворов на улице Дубравная. Проходя мимо, заметили средства передвижения, убедились, что за ними никто не следит. В уме пересчитав железных коней на алкоголь, дальнейший путь уже в ломбард продолжили на них. А женщина, хозяйка велосипедов, не найдя их, тут же обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ненадолго оставила средства передвижения на улице Дубравная. Однако, когда вышла из дома, на месте имущества не обнаружила. Сумму ущерба она оценила в 50 тысяч рублей. Эта поездка на чужом имуществе оказалась для мужчин неудачной. За велосипеды их реальную стоимость не заплатили, но они были рады и тому, что дали. Средства передвижения они в прямом смысле слова пропили. На вырученные деньги купили алкоголь. С употреблением не тянули, но благодаря тому, что весь их путь можно было проследить по камерам наблюдения, радовались мужчины недолго. Подозреваемых оперативники задержали в короткие сроки. Ими оказались двое казанцев. Ранее задержанные неоднократно попадались в поле зрения полицейских за совершение грабежей и краж. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», совершенная группой лиц по предварительному сговору. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Велосипеды их хозяйке вернуть уже вряд ли удастся. Их перепродали. И, возможно, уже не один раз. Компенсацию ущерба женщине, вероятно, придется требовать в гражданском порядке. Диляра Юсупова, вызов 112. Женщина упала в салоне троллейбуса первого маршрута из-за резкого торможения. Водитель общественного транспорта рассказал, он двигался по улице Чистопольска, когда слева его подрезала легковушка, которая стала заезжать на прилегающую территорию. Подрезали и уехал машина. В салоне, рассказывает мужчина, людей было много, но на ногах не удержалась одна пассажирка. Она стояла прямо у водительской двери и, вероятно, не держалась за поручни. Ничего не сказал, просто вышел, уехал. Несмотря на то, что пассажирка не жаловалась на здоровье и не предъявляла никаких претензий к экипажу троллейбуса, водитель не стал продолжать путь и вызвал автоинспекторов. Случившееся они оформили как дорожно-транспортное происшествие. Для себя, чтобы вот потом они домой едут, потом звонили, чтобы вот я такой на троллейбусе упал или на автобусе упал. Ну, здесь пассажиры такой. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Аделина Зарифова. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.